Что происходит сегодня с гражданским обществом в Беларуси, с какими проблемами сталкиваются организации, что можно делать в этой ситуации? Мы сегодня поговорим с нашими коллегами из зонтичной организации, которая объединяет молодежные организации Беларуси, Молодежный совет РАДА. И с нами сегодня Анна Добшевичуте, генеральная секретарка организации, Екатерина Бунина, информационная секретарка, и Дмитрий Радзиевский, координатор образовательного направления. Вести эту беседу буду я. Я являюсь представителем Координационного совета по гражданскому обществу Беларуси. Наверное, начнем с того, чтобы вы рассказали немножко сейчас, что из себя представляет РАДА и что она делает в текущий момент. Да, РАДА. Я, наверное, сразу хотела бы обозначить, что говорить про гражданское общество сегодня нам хотелось бы с позиции молодежного сектора. Это вот то, в чем мы как бы разбираемся. РАДА — это Национальный молодежный совет, который существует на самом деле с 1992 года. Достаточно такая старая, одна из самых старых организаций гражданского общества в Беларуси. И суть организации в том, что она объединяет молодежные инициативы для того, чтобы отстаивать их интересы представителей молодежи, для того, чтобы отстаивать права молодежи на национальном, на международном уровне. Сейчас в РАДу входят 32 молодежные организации инициативы, скорее инициативы, чем организации, потому что, да, мы все столкнулись с ликвидациями массовыми. Ну и вот мы стараемся сейчас работать на поддержку наших членских организаций, на поддержку в целом молодежи, и в том числе не ассоциированной, стараемся на нее выходить, потому что понимаем, что это как бы достаточно большой кусок целевой аудитории нашей, которая не может оставаться без внимания. Как мы работаем в молодежном секторе с молодежью? Мы работаем в информационном направлении, мы работаем в образовательном направлении и в международно-адвокативном. Это такие самые ключевые веточки, которые у нас есть сейчас. Ну и плюс, конечно же, мы сейчас очень много времени и внимания уделяем тому, чтобы суперэкстренные актуальные потребности молодежного сектора, молодежных инициатив и лично молодежных активистов поддержать и закрыть там, где мы можем это себе позволить, там, где мы видим в этом необходимость. А где сейчас возникают самые важные напряжения, то есть что хотят организации, с какими проблемами сталкиваются, с чем сталкиваются молодежные активисты сегодня? Ну, в первую очередь, это репрессии. Если говорить про единицу, молодежного активиста как единицу, то это могут быть личные политически мотивированные репрессии и ситуации там, вынужденной релокации, например, какие-то вот такие вещи, с которыми сейчас сталкиваются, я думаю, во всех сферах, не только общественного сектора в Беларуси. Если говорить про организации инициативы, что-то такое уже более структурированное, то там есть большой запрос на образование и большой запрос на переструктурирование, перестратегирование, если можно так сказать. То есть все организации жили, понимали, что они зачем делают. Случился очень сильный кризисный момент, с которым не все понимают, как справиться. А мы говорим опять-таки про молодежный сектор, в котором есть своя специфика, люди с меньшим опытом, чем в каких-нибудь других организациях. И не всегда молодые люди, активисты понимают, что сделать, чтобы выйти из кризиса, что сделать, чтобы перенастроить процесс так, чтобы по-прежнему оставаться, например, в рабочем состоянии, или как восстановить, например, ресурс, чтобы вообще команда имела возможность работать дальше и как-то там справиться с каким-то выгоранием рабочим, эмоциональным, каким угодно. В Беларуси за последние месяцы произошла такая волна ликвидации общественных организаций. То есть всего ликвидировано около 280 различных организаций гражданского общества. То есть в основном это коснулось такой оргправовой формы, как учреждение. 175 организаций разгромили. Собственно, НГО, те, кто были зарегистрированы в форме общественных организаций, около 50, но еще другие формы, вроде фондов, их тоже это коснулось.
И, ну, вот мы как бы переживаем, наверное, с 99-го года, наверное, самую жесткую атаку там, на гражданское общество со стороны государства, которая коснулась ликвидации организации. Но это сопровождается, конечно, как бы массовым давлением на людей как бы внутри организации. Это связано с уголовным преследованием, обысками в организациях и там, где как бы активисты и лидеры организаций живут и прочее. Как это сегодня переживает молодежный сектор? То есть насколько это коснулось, например, там, ваших членов, как бы, что происходит? Какой процент, не знаю, молодежных организаций, которые с вами сотрудничают, затронула эта ситуация? 100%. У нас не осталось ни одной зарегистрированной официально организации в членских, все лишены регистрации. Кто-то был учреждением, были общественные объединения. Ну, наверное, это вот две такие формы популярные, которые у нас были представлены. Все лишены регистрации. Ну и сама Рада дважды уже лишена регистрации. Ну, как бы. То есть вы были снова зарегистрированы, да. И вот опять пережили. Да. Мы поздравляю. Да. Поэтому нам как бы уже вообще в этом смысле нечего терять. В 2006 нас лишили регистрации как ассоциацию, да, и потом мы начали путь восстановления регистрации до всех событий, которые случились. Нам в какой-то момент стратегически стало важно взаимодействовать с государственным сектором еще в 2019 году. И мы решили, что мы хотим начинать это делать в каком-то виде, и начали регистрировать учреждения. И вот оно было сейчас тоже лишено регистрации. Ничего страшного, вообще никак это на нас не сказывается. И если говорить про членские наши другие организации, у каждого свой путь и свой выбор по поводу того, что с этим делать. Кто-то решает, что если вот в таком виде это теперь умирает, значит, мы можем переформатироваться в более удобный для нас формат и не тащить за собой какой-то там тяжкий груз уставной ответственности, которая была. Если, например, говорить про общественное объединение, типа ему прощается жизнь. Кто-то переходит в формат такой волонтерской инициативы, какую-то деятельность продолжает, кто-то там убирает кусок деятельности, кто-то выезжает, продолжает свою деятельность в том виде, в котором считает нужным. Ну, как бы очень разные ситуации. Вот вчера, например, Экодом, наша тоже членская организация, на встрече сторон Орхусской конвенции, да, они добились того, что у Минприроды есть месяц на восстановление Экодома как общественного объединения. Мы понимаем, как бы, скорее всего, что за этот месяц может произойти или нет, но это такой прецедент очень хороший и один из путей того, что можно сделать в ситуации, когда тебя лишают регистрации. Ну, собственно, этот прецедент, да, с решением сторон Орхусской конвенции, как бы он очень важный для Беларуси, потому что раньше, наверное, только там, правозащитные организации иногда попадали в обзоры, и там были такие решения с требованием восстановить регистрацию организации, а сейчас это касается, ну, такого предметного сектора, то есть, собственно, как бы отношений Беларуси с мировым сообществом в области экологических проблем и вопросов, экологического регулирования. И здесь, в общем-то, страны решают, что как бы, вот, ликвидация организации недопустима, и даже ставит условия неприменения мер против Беларуси, восстановления регистрации организации. Посмотрим, конечно, что с этим будет как бы дальше. Но сам по себе прецедент интересный, в том числе и для самой Орхусской конвенции и международного регулирования, потому что и для них это впервые, в общем-то, происходит, что говорит, ну, то, что ситуация в Беларуси с общественными организациями, ну, критическая, как бы она понимается вот, международным сообществом очень хорошо. Ну, а если говорить про помощь, какая нужна сегодня помощь организациям и активистам, какая помощь уже оказывается, пару слов скажете, Дима? Помощь зависит, конечно, от состояния тех организаций, которые за ней обращаются. Понятное дело, что мы как Рада больше работаем с организациями, которые входят в наш состав, и мы всегда стараемся как-то разведать обстановку, узнать их состояние и ответить на их запросы. Но в большинстве своем им сейчас нужна поддержка какая-то психологическая для состава своих команд и членов. Вот как говорила Аня, что необходима поддержка по налаживанию внутренних процессов и вообще стратегическому мышлению, как в текущей ситуации можно развиваться и что можно делать. Мы всячески стараемся это делать. То есть мы даже проводили такой
небольшой образовательный курс как раз-таки по антикризисному менеджменту, как они могут наладить свои процессы и что можно делать конкретно в такой ситуации. Ну, Спасибо. вообще, в целом же, каждая организация, которая в помощи нуждается в какой-то суперконкретном виде поддержки, она это транслирует вовне, и можно просто следить за этим и стараться отвечать запросу по возможности. Ну, то есть кто-то прям напрямую просит донат, например. Ну, как бы вот возможность помочь. Кто-то напрямую просит какой-то экспертной поддержки или поддержки сообщества. Этим тоже можно помочь. Тут важно, мне кажется, еще понимать специфику организации, потому что, вот, допустим, если брать Раду, для нас привычно работать без регистрации. И то есть мы сейчас понимаем примерно, куда нам двигаться, и понимаем, как с этим работать. А есть организации, которые сотрудничали, допустим, с некоторыми структурами европейскими, там, даже государственными, с министерствами, и их лишение регистрации очень сильно выбило, и они не понимают, а как дальше, а что. Ну, то есть вот у них очень сильно изменилась работа. И поэтому, мне кажется, важно действительно идти и спрашивать, потому что ты тут можешь не угадать, а что какой организации нужно. Ну, еще один такой аспект вот этого наезда на организацию гражданского общества Беларуси – это реакция людей. То есть если мы посмотрим на 2020 год, даже с самого начала еще до политического кризиса, то в Беларуси существенно изменилась структура доверия людей к общественным институциям. То есть на первое место вышли общественные организации, они стали заметными, понятными. В ситуации ковид они там получили как бы известность, а государственные органы, то есть им как бы люди стали отказывать в доверии, то есть они не видели достаточной заботы со стороны государственных органов. И люди перестали доверять как бы, вот, нам, основным институтам, как бы, в общем, государственным медиа, и это же укрепилось в ситуации 2020 года. То есть до сих пор опросы показывают, что общественные организации, правозащитные организации Беларуси, волонтерские инициативы, как бы, они имеют гораздо больше доверия, чем государственные институты, всякая администрация президента, там, правоохранительные органы и так далее. Как, не знаю, реагируют сегодня люди, потому что молодежные организации – это как бы волонтеры, на которых опирается во многом активность многих организаций, которые приходят. Вот как, в общем, реагируют сами люди внутри, как бы Беларуси и общество в целом? Замечаете ли вы какие-то изменения сегодня? Поддерживают ли они? Или наоборот, не знаю, там уровень доверия, вы видите, что снижается? Тут, как мне кажется, есть несколько таких направлений. Как это было раньше. Есть те, кто интересуется и поддерживал общественные организации, инициативы, посещал ивенты, пользовался услугами, там, образовательными проектами, тренингами. И мне кажется, у них лояльность как была, так и осталась. И скорее, да, выросла за все это время. Были те, кто с недоверием, непониманием относился к общественному сектору и организациям. И как бы с тем же и остался, и, возможно, даже их недоверие и негатив где-то может и подпитываться информацией, статьями в СМИ, которых не стоит называть. И да, это, конечно, сказывается на общественном мнении. Но, к счастью, большинство людей думающие понимают, что нужно абсолютно иначе воспринимать то, что там пишется. Но нельзя отменять того, что есть процент людей, которые могут в это верить или приходит мысль, возможно, неспроста. По поводу поддержки, да, она чувствуется, и иногда, как бы это ни казалось просто, но самое важное для организации, инициатив, которые лишаются регистрации или по отношению к которым какие-то репрессивные действия, это, не знаю, подписаться на их соцсети, написать комментарий. То есть это просто, но это важно для организаций. И что я еще хотела сказать? Мы сталкиваемся с таким моментом, что после лишения регистрации бывают случаи, когда молодые люди с опасением относятся к участию в программах и тренингах организаций. Онлайн немного упрощает это все, потому что ты можешь прийти с выключенной камерой, подписаться чужим именем, но тут, конечно, вопросы к нам, как обеспечить безопасность для тех других участников ивентов. Поэтому да, вот мы тоже с таким иногда сталкивались. Это небольшой процент, но да, он есть.
все равно, конечно, численно количество людей с выросшим уровнем лояльности и активности, оно как-то увеличилось в целом в общественном секторе белорусском. Вопрос только в том, это люди, которые остаются в Беларуси, или это люди, которые выезжают. Здесь тоже такой очень долгая тема для вообще, в принципе, дискуссии. Мы работаем с общественным сектором в Беларуси, который остается в том числе в Беларуси, а мы сами уезжаем, и это вот такие какие-то риторические вещи, на которые мы сами пытаемся искать вопросы. Как нам оставаться в стране, как нам оставаться рядом с молодежью, которая остается в стране, как нам ее поддерживать. В то же время, как нам работать и поддерживать ту молодежь, которая выехала, которая создает новые инициативы, которая не очень знает, как правильно в этом всем работать, потому что там никогда до этого не занималась такими вещами. Например, это просто активное студенчество, которое училось, случился 2020, попали там студенты под каток, выехали, что им делать? Ну, как бы, а они хотят, например, дальше что-то делать. И здесь, конечно, там наша задача в том числе давать образовательные какие-то программы, которые помогали бы разбираться вообще в ситуации. Еще, если кратко, на текущий момент, например, активная молодежь, которая интересовалась какими-то событиями, которые происходили в Беларуси, они начали осознавать то, что это не всегда делалось каким-то государством либо бизнесом, потому что часто было не соотносилось вот этой вот тонкой ниточкой, что это общественный сектор, это такие же люди, как вы, они просто объединились под какой-то идеей и сами делают какие-то мероприятия. А сейчас получилась такая ситуация, что когда организации перестали действовать открыто, то есть они где-то либо вот в онлайн перешли, либо вообще прекратили свою деятельность официальную в Беларуси, то у них начал возникать вопрос, то где, куда можно прийти, потому что они привыкли, что есть какие-то точки культурных мероприятий, точки спортивных мероприятий, которые раньше делали организации из гражданского общества, а сейчас они прекратили проводиться. То есть и здесь тоже у них возникает вопрос, кто это делал, а как туда назад прийти и где их можно сейчас найти. И находят, потому что вот я вижу, что сейчас возникает такой парадокс, в том числе для средств массовой информации, когда то есть можно писать про то, что происходит в Беларуси, но это опасно прежде всего даже не для средств массовой информации, а для тех, о ком вы пишете. То есть можно написать про все то хорошее, что сегодня происходит в Беларуси и делается, но это как бы высвечивание организации людей, которые продолжают активность, а значит, репрессивные органы, в общем-то, как бы могут обращать на это внимание, как бы преследовать их. И вот как в такой ситуации, в общем, быть, как бы давать информацию, не давая как бы этой информации, как СМИ могут рассказывать о нас сегодня, или как люди могут нас находить, когда мы частично вынуждены там не светить имена, как бы не говорить про то, что мы делаем, как выходить из этой ситуации. Я для начала скажу, что вот мы рады столкнулись с такой проблемой, и она в целом была все эти годы, вот как с лишением регистрации в 2006, да и до этого. Отчасти мы это решаем тем, что наши организации могут выбрать опцию быть непубличными. Это про то, что они получают такие бонусы от нахождения в РАДО, но не получают тех последствий, которые что могут быть со стороны государства от того, что они, опять-таки, в нашем составе. Да, мы не упоминаем про них, и, возможно, это минус, но тут каждый решает для себя, какой из зол для них меньше. И сейчас, к сожалению, но по понятным причинам, большая часть наших организаций не публичная. Но в данном случае мы являемся таким транслятором того, что они делают и что происходит. Мы можем не называть фамилий, организаций, там, не знаю, указывается, не знаю, направление, возможно, но мы можем продвигать какие-то интересы и цели. Что касается других организаций, действительно, сейчас очень многие, не знаю, меняют, переименовывают социальные сети, и их бывает даже сложно найти из-за этого, но как бы тут не стоит отчаиваться, а просто продолжать гуглить, все найдется, организации не мертвы. Не знаю, кто-то уходит больше в социальные сети, как будто бы это так вот аккуратнее, безлично. Естественно, да, прячутся все, не знаю, фотографии, имена, фамилии сайтов.
в любом случае, мне кажется, нужно их продолжать поддерживать людям, которые интересуются их деятельностью. А что касается СМИ, ну, это на самом деле даже для меня сложный вопрос. И на протяжении всей моей работы в Раде это то, над чем я ломала голову. И есть много деятельности, которые мы даже про себя не рассказывали, и от этого как бы сердечку плохо, но... Я могу добавить, что сейчас, конкретно сейчас, тяжеловато про это говорить прямым текстом, приводя примеры, потому что это такая ситуация, в которой это небезопасная и очень чувствительная информация. Очень хотелось бы привести конкретные ивенты в пример с конкретными схемами распространения информации, как все это происходило, но, к сожалению, мы таким образом подставим организаторов, участников и всех на свете. Но по факту это выглядит таким образом. Есть огромное количество, вот если вот просто обезличенно эту схему представить себе, сейчас появилось за счет подъема и волны волонтерской деятельности, вообще гражданской деятельности в послевыборный период, появилось огромное количество таких вот каких-то очень узких локальных сообществ и сетей, связывающих эти сообщества, которые между собой отлично распространяют информацию в закрытых каких-то каналах коммуникации. И если как бы знать эти тропинки, а когда ты работаешь по ту сторону баррикад в общественном секторе, и ты хороший человек, а не плохой, то у тебя нету проблем с тем, чтобы как-то ворваться вот в эти вот какие-то места. Все, информация распространяется, ивент проводится, школа там какая-нибудь образовательная, что угодно проводится, и все хорошо. Конечно, это не идеальная ситуация, и так не должно быть, и так не хочется, но вот это один из вариантов. Если говорить про онлайн, то, в общем-то, про отношения со СМИ сейчас можно сказать, наверное, то, что они стали в каком-то смысле потеплее, потому что сейчас не нужно уговаривать до конца, там, каждый раз СМИ публикацию вообще взять о чем-то. Оно как-то так... Все в одинаковом положении, все друг другу помогают, друг друга поддерживают. А еще, пользуясь возможностью, хочется поблагодарить все негосударственные СМИ, которые поддерживают общественные организации. Спасибо вам большое. Спасибо большое, действительно, это важно. Ну, из того, что вот мы обсуждаем, это еще раз меня убеждает в том, что вот, риторика о том, что гражданское общество в Беларуси уничтожено, там произошла тотальная зачистка там, организаций в Беларуси, как бы, что ничего делать невозможно, как бы, это, в общем, абсолютно не соответствует действительности. То есть, если мы посмотрим, то скорее мы можем констатировать ситуацию такого развития гражданского общества вопреки тому, что происходит. Потому что, вот, как и вы подчеркиваете, что есть выросшее количество неформального сектора, новых инициатив, там, волонтеров, которые пришли, есть изменение внимания людей к общественной активности, которые сами проявляют больше инициативы, есть изменившиеся отношения между нами, там, с средствами массовой информации, как бы, бизнесом, самими общественными организациями, которые больше переживают, наверное, вот этот общественный, как бы, интерес. Что произошло, это скорее как бы то, что, то есть, всегда существовал незарегистрированный сектор общественных организаций, всегда существовал зарегистрированный сектор общественных организаций. И сегодня вот, ну, просто 10% из зарегистрированных организаций, даже официально, если возьмем, даже меньше, потому что учреждения, которые в основном попали под удар, мы никогда не знали, сколько их, но их много. То есть мы знали, что там существует 3000 общественных организаций, ну, предположим, что, да, вот 3000 вот независимого сектора, если мы берем про государственные, оно существовало в разных формах. То есть сегодня, ну, 10% это серьезно, там, как того, что лишили регистрации, но оно просто переместилось вот в этот незарегистрированный сектор, но осталось в значительной части в виде людей, деятельности, организационных форм, как бы того, что организации как бы делали, и даже где-то как бы есть приток как бы новых целевых групп, с которыми мы имеем дело, новых людей, как бы из вот этого неформального сектора, который был привлечен в общественную деятельность волной общественно-политического подъема 2020 года. Поэтому, в общем, как я уже где-то там подчеркивал, что констатация как бы смерти гражданского общества, они преждевременны и несправедливы в Беларуси. Вот. Ну, здесь, наверное, вот в завершении, может быть, нашей дискуссии хотел
хотелось бы поговорить о том, как бы, что нам дальше делать с этой ситуацией, как вы себе видите продолжение деятельности как бы и Рады самой по себе, и общественных организаций, и молодежного сектора внутри Беларуси. Ну, со своей стороны, как бы, мне бы интересно было поговорить, что вы, может быть, ожидаете вот этого Координационного совета, как такого политического, в общем, как бы субъекта, репрезентирующего там, сегодня там, белорусское общество, которому белорусское общество по-прежнему выражает как бы доверие, что можно там с нашей стороны сделать как бы для молодежного сектора. Ну, если говорить про там какой-то кусочек планов Рады, то мы стараемся сейчас работать в направлении того, чтобы в целом нормально восстановить Раду как Национальный молодежный совет для Беларуси, потому что за последние много лет мы так, конечно, потеряли объем и численность членских организаций, и численность вообще работников секретариата, численность программ, которая у нас могла бы быть. И мы сейчас хотели бы поработать, конечно, над тем, чтобы Рада действительно работала как полноценный национальный молодежный совет, который существует в любой европейской стране мира. Мы бы хотели там свое место очень конкретным образом занять и обозначить, в том числе для молодежи, которой, может быть, кажется, что она в нас не нуждается. Но это немножечко ошибочное время, и у нас еще будет куча возможностей это объяснить. Если говорить про то, что может делать совет и что может делать вообще в принципе демократические силы, которые сейчас у нас есть, которые работают для Беларуси, мы сталкиваемся с такой проблемой, и одна из наших болей заключается в том, что молодежный сектор, к сожалению, сейчас не выделяется в какую-то отдельную сферу при планировании вообще какой-то повестки, кем бы то ни было. И по сути мы как бы вот в официальной Беларуси, которая сейчас есть, мы имеем какую ситуацию? Есть там куча разных структур, отделений тематических по сферам: спорт, туризм, что угодно. И есть какие-то маленькие кабинетики идеологов, в которых разговаривают про молодежь. Есть Министерство образования, где вроде как что-то говорят про молодежную политику. Ну и вот это вот какая-то такая размазанная везде и нигде тема, которой никто по факту не занимается. И, к сожалению, мы видим, что сейчас все поступают точно так же с этим сектором. И, ну вот, например, это вот все прям видно там. У нас есть отдел культуры, спорта, ну и молодежь у нас где-то там. Класс. Ну, типа, мы понимаем, откуда растут эти ноги, но нет, мы не хотим, чтобы так было. И там, где есть возможность, мы стараемся об этом говорить. Вот говорим сейчас, что было бы здорово, если бы Координационный совет имел возможность по молодежной теме, сфере и сектору делать отдельную, выделять молодежный сектор как отдельное направление для работы. Мы со своей стороны в этом вопросе готовы помогать в настройке какой-то работы, процессов, в какой-то там, не знаю, экспертной поддержке, численной поддержке, как угодно, но главное, чтобы молодежный сектор не ушел в никуда, потому что, как бы там ни было, не стоит забывать, что как бы громко это не звучало, но отчасти молодежь во многом, в том числе и революцию, сделала. Ну и как бы будет несправедливо не учесть теперь их потребности, не учесть их интересы и не отстоять нормально их права, с учетом того, что мы все всегда знаем, что там за молодежью будущее, все вот эти вот великолепные слоганы, ну как бы так оно и есть. Любой молодой человек вырастет, пойдет работать дальше, неважно куда. Важно, что у него в этот момент будет в голове. Если забить на это сейчас, то как бы мы получим БРСМ и Беларусь 2.0. Понятно, в общем, предложение понятно. Ну, Координационный совет со своей стороны, в общем, открыт к обсуждению этих вопросов и разработке какой-то политики в отношении молодежи сегодня. Но нам, конечно, как бы важно видеть вот, стейкхолдеров, таких как вы, в лице объединяющих много там, молодежных структур и во многом являющихся таким голосом молодежи. И, конечно, мы можем транслировать этот голос в политическую повестку и отношений с белорусским обществом, как бы, и как бы во внешнеполитическую повестку, которой сегодня тоже как бы, занимается Координационный совет. Ну, как бы, ну, мы друг друга, в общем, знаем как бы, довольно давно. Как бы, я думаю, что как бы, в этом месте наше сотрудничество может быть достаточно плодотворным. Поэтому ну, с надеждой на как это, будущее как бы, взаимодействие, более ясную и определенную политику в отношении молодежи со стороны всех сил и субъектов, которые как бы, должны
отвечать за будущее, ну и с надеждой на саму молодежь, которая сделает нашу страну все-таки той, которой мы ее сегодня хотим видеть. Спасибо.